Лед как стекло. Прям рыжий. Тут что? Вот для этого и задний ход нужен. Дальше снег будет лед. Перекур. Всем большой привет из Коми. Ребят, поход первый в этом сезоне на трицикле. SR32 Life Pro. Фу, здесь во льду. Самое опасное проехал. Там, короче, где-то 2 сантиметра лед. И когда этот лед ломаешь, едешь, ну, боюсь, что где-то этот лед слабинку найдет, там, покрышку там порвать. Может нет, но всякое бывает. Всякое бывает. Как-то у меня на УАЗе колесо. Болт такой длинный, где-то сантиметров 7, наверное. 6 диаметром вошел в покрышку. Как? Спрашивается. Бывает, ключ даже может попасть. Там были случаи. Ключом пробила покрышку. Вот. В планах сегодня у меня съездить до первой избушки. Здесь хорошо сейчас замерзло. Ровно, терпимо ехать. Доедем до Таежной речки, там посмотрим. Если переход будет, доеду до первой избы. Если нет, так развернусь. Просто там уже, может, даже и выше моста река уже идет. Можно на толкачах еще, на снегоходах ездить по дороге. Дорога еще снежная. В лесу уже, конечно, снег тает. На дороге здесь протоптанный хороший ледник. Попробуем, что получится. Приятного вам просмотра. Смотрите дальше. Да, еще один момент, ребят. Сейчас пока не забыл, расскажу. Последний поход был у меня до заброшки деревни. И я там озвучил, на толкаче проехал, озвучил я 37,3 километра. Ребят, это я неправильно сказал, потому что сегодня я трек посмотрел, у меня сохраненный трек есть, и после сохранения я увидел новый километраж, там, короче, 48,4, почти 50 километров я проехал тогда. Значит, по хорошей дороге 4 литра на толкаче хватает на 50 километров, это 100%. И я вот тоже засомневался тогда, как так, говорю, у людей 50 километров хватает, у меня только 37,4, 37,3 хватило, как так? Нет, ребят, это 100% 50 километров хватает. Вот считай потом. Считайте, сколько можно сэкономить на топливе, если много вы ездите, сэкономить езда на буране, налегке, или же, скажем, на толкаче. Вот, буран гоняешь туда-сюда, с одним рюкзаком ездишь, там капканы проверяешь.
или же на толкаче. Просто вот ты ездишь и 4 литра на 50 километров хватает топлива. Или же у меня Буран по хорошей дороге 2,8 километра литра уходила. И уходит. Вот. Никакой экономии нету насчет этого. С двухтактным Бураном. Вот. Это я хотел озвучить, только не забыл. Так что все нормально. Толкач тоже как бы. Этот Лифан 8 вообще экономичный. Я вот до избушки съезжу туда и обратно. 30 километров получится. И 1,5 литра топлива уйдет. Вообще он нюхает бензин. А на толкаче 4 литра вот такой бак хватает на 50 километров, грубо говоря. Тоже вот. Понятное дело, если тяжелый снег, он тоже будет хапать, есть. Расход больше будет. Ладно, сейчас я поеду. Потом уже где-то включусь снова. Здесь немножко отдохнул. В общем, смотрите до конца, как пойдет поход. Это частная делянка. Можно выписать отсюда лес и заготовить. Здесь делянка даже деловая, наверное. Не на трава, а деловая. Деловой лес. На дрова еще другая делянка есть. Ну так себе лес. Вот тут уже более-менее сосна хорошая. Кто-то хочет что-то построить. Так, вот отсюда и вывезли. 2 олока вроде. Там дальше старая вырубка уже. Прошлогодняя. Да, 6-метровка. Сразу ошкуривают уже. Будут дом строить какой-то. Не люблю я этот лед, блин. Тут что? Щел. Щел, ребят. Без проблем. Лучшая техника в мире. Везде проедешь. Ай. Ладно. Только помаленьку. Опасно тут ездить. Вот старая делянка. Это в прошлом году здесь рубили тоже. Это для села выделяется делянка. Тут тоже. Кто-то из нашего села вырубил. Вывезут отсюда, уберут. Все, порядок будет. А это уже трава. Это уже на трава сейчас видят. Там деловая. Хорошая трава. Древесина. Тут еще снега много на дороге. А там, ребят, немножко уже снег растаял.
Но нам это не помеха, да, и на толкаче можно проскочить. По земле толкач тоже хорошо идет. Износа, конечно, больше на толкаче, но... Кто-то спустился или поднялся днем. Следы свежие. Вчерашние, наверное. Вот прям по земле ехал. Туда поехал. Поднялся. Да, вон туда. Самое то, брусничные листы сейчас собирать. Весна только появились. Вот тут поляна такая хорошая. Полезная вещь, тема хорошая. Трещет сильно. Тут ручей будет. Нехороший ручей. А, подложили березу. Но все равно как-то там надо было мне проехать, наверное. Здесь-то я проскочу, обратно, наверное, лучше там проехать. Он там не глубоко и более ровная. Сразу туда и поеду. С реверсом покупайте, ребят, с реверсом 3 циклы. Не глубоко оказалось. О! Нормально. Нормально, ребят. Вот так. Еще метр воды надо, чтобы все залило. Отлично. Так что до избы доедем сегодня. Больше метра еще надо. Там в первую очередь заливать начнет. Здесь выше, там ниже, там яма. Прям на УАЗике, когда летом там туда ныряешь. Подморозило, сегодня минус 10. Поэтому все приостановилось. Имею в виду, вода не поднимается. Мелкая вода. Да птиц много уже. Весенних птиц много. Полуцилиндр прошлую осень поменял. Поздней осенью уже.
съездил до второй избушки, потом уже приехал, поменял и толком не ездил. Ну, сейчас хорошо работает, держит. Все четко. Пока. Так что посмотрим, сколько прослужит. Родной, который был там, быстро поршень, короче, там заклинил и износило все. То надо проводить потом. Вариатор смазать. Сегодня она может даже возле избы там открыть крышку, посмотреть, помазать. Я быстро-быстро собрался и поехал. Цепь подтянуть. Это на втором моем канале Будни Олега я это все озвучивал. Цепь только побрызгал немножко силиконом. Вот. Конечно, это летняя техника. Летом на нем лучше ездить. Сейчас вообще по снегу вот этот снег тает, блин, так неровно. Ну хотя амортизация хорошая, более-менее здесь. На толкаче или на мотособаке вообще жестко сидеть. Вот так тает. Бугры такие вот получаются. Потоловушку не взял. Что-то хотел и перехотел. Я не знаю. Надо бы куда-то тоже поставить. Вот так. Речку показал, все хорошо. Переход есть. Так что, знаете, рано я мототолкач с УАЗика выгрузил. Можно на мототолкаче еще ездить и ездить. Такая речка. Утки еще не видел. В прошлом году как-то поход был здесь тоже, река открыта была, 2 кряквы я видел. В этом сезоне еще ни одну утку. Лебедей видел, гусей видел, чайки летали, весенние их птицы вот такие. Даже журавля не слышал, чтобы они кричали на болотах. Ветер с утра сегодня поднимается. Ладно, сейчас уже доеду до избы, там включусь. Это природа, конечно, радует. Весна, лето. Прям шумно. С ноября месяца опять тишина будет такая вот. Сейчас покажу. Все как быстро меняется. В прошлый раз я останавливался. Здесь все еще во льду было. Ой, да, я слепляю. Тут небольшой затор, там тоже снизу открыто, и до поворота тут тоже все уже лед ушел. Блин, как я вспоминаю осень, я вам показывал, как я через лед ехал. Это, ребят, так тяжело, вы даже не представляете, это ужасно тяжело и опасно. Когда вот так едешь и видишь затор там. И вдоль берега пробиваешься там, чтобы как-то спуститься домой, возвращаться. И может этот лед просто сдвинуться с места и прижать лодку, и просто как спичечный коробок лодка может лопнуть, деревяшка. Очень опасно. И тяжело. Тяжело в напряжении постоянно ты едешь, когда вот эта шуга идет. И на поворотах тоже не вписываешь, и вот этот корка льда, удар получает лодка. Везде опасность, можно сломать лодку, это жестко. Ну вот, ветер сегодня могучий, сильный. Он дрын-дын такой. Вот для таких походов, ребят, я не просто так же говорю вам. Мне не нужен каракат. Вот зачем мне каракат? Большие колеса какие-то. Я налегке вот на нем проеду. Видели, как я могу в одиночку сдвинуть с места. Это для малых, хороших, ближних походов, для грибников, для ягодников, для рыболовов, для охотников тоже. Это, я не знаю, лучшей техники не придумано.
Понятное дело, если вы едете, блядь, 300 километров, и вам надо груз какой-то перевезти, или еще что-то там, помощнее через болота переезжать, это да, каракат нужен. Для моих походов вполне достаточно. Не надо мне предлагать ничего, там эти каракаты, квадроциклы, ничего, вертолеты, самолеты. Вот техника. Легкая, компактная. Устаю, блядь, повторять. Постоянно вам надо говорить. Сюда прицеп и все, вы можете тоже груз перевозить без проблем. Сейчас скоро уже доедем. Ну и дубак сегодня, вот это да. Капец. А улетел. Улетел. Нету. Вот тут сидел я. Никогда в жизни еще такого не было, чтобы я здесь глухаря видел. Надеюсь, в кадр попало. Он сюда побежал. Думал, сюда куда-то на березу сядет. Улетел. Рассказали бы, я не поверил. Улетел, да. Но он как поднялся, вот здесь через деревья я видел. Думал, куда-то сюда и он чадет. Да нифига. Тут избушка уже вон тут, недалеко. Это уже луга начинается. Да, улетел нету. Один был. Черный глухарь. Не кополуха, а глухарь. Не удивлюсь, если там он нагадил. Помнет посмотреть. Руки замерзли. Он как-то вот так вот сел. Прям насел вот сюда. Вот тут. Отсюда видно было. Вот он. Вот. Помьет. Вот он. Нашел. Вот здесь он сидел. Вот тут. Вот оттуда я увидел. Здесь он отметился. И он туда полетел. Он здесь еще прошагал примерно вот за эту елку. Отсюда взлетел, улетел. Нормально. Пусть живет, такует. Это радует. Вот и избушка появилась. Челом Зорокарка. Опять мы здесь. Незапланированный поход. Действительно, ребят, я вообще не планировал сюда приехать сейчас.
только на лодку думал. И на тебе. Почему так получается? Потому что фильмы закончились у меня. Да, и думаю, надо съездить. Как ни крути. Подписчики ждут моих фильмов. Надо записать. Ну и интересно же все равно. Меняется все. Видите, как все открылось. Видел глухаря. Лед, ледохода нету нифига. Сушина стоит. Крепыш. Сколько там, дней 10, наверное, и еще нету. С последнего похода, когда мы ездили с Туланом сейчас. Да, насчет Тулана. В прошлом походе я вам озвучивал, что и показывал у него один палец, коготь, даже палец. Он сломался, и домой приехали. В общем, сутки у него еще этот коготь в сторону торчал назад. Ну, я думал, придется мне ножом срезать. И через день этого пальца уже у него на ногах не было. Он и, наверное, сам убрал. Он, наверное, укусил. Потому что невозможно было ему. Он дома держал ногу на весу и лапу на весу заднюю. И он правильно сделал, что он укусил, убрал этот палец. Это не сам себя вылечил. Вот. Так что все нормально с собакой сейчас. Ну, старые раны еще от нас-то, конечно, есть, но самое главное, этот убрал, торчащий. Ну, невозможно с этим пальцем, конечно, бегать потом. Вот. Ладно, сейчас зайдем, печку затопим, переоденусь, тепло одет. Пчелам заракарка. Шировка не сработала. Ага. Вот сюда мыши почему-то не лезут. Помните, я здесь оставлял шерсть собачью. Вот остатки даже со спичкой. И вот что осталось. Вот это все. Пепел. Так что не надо мне писать, ребят, подписчики, что надо шерсть у собаки сжигать и мыши убегут. Да они, бля, эту шерсть съели, перетаскали куда-то. Но на гнездо себе будут делать там. Ну не гнездо, а вот где вот у них такая нора будет, где они ночуют, живут, плодятся. Не сработала ваша идея шерстью. Шерсть собаки там боится там мышь. Фигня это все. Вот наглядный пример. Они даже не только не приближали, они все перетаскали оттуда. Вот так. Вот небольшая загадка, почему вот сюда они не лезут. Здесь хлеб. И вот эта колбаса. Я сейчас эту колбасу уберу, только хлеб оставлю. Почему они не грызут этот хлеб? А то, что у вас здесь висит, и у них никаких проблем нету сюда подобраться. Интересно. Вот это может химия, бояться. Беру. Вот. Я дрова отсюда раскалю. Сейчас можно уже днем отсюда все это убрать. Сейчас все растаял снег. Все шикарно становится. А снег тает все больше и больше. Заехал напрямую на трицикле. Вот. На лодке еще сюда, конечно, не доехать. На каждом повороте закрыты завалы.